Всем большой привет, друзья! 30 декабря. И в этом году это, наверное, последняя рыбалка. Потому что завтра Новый год. Вчера я хотел приехать пораньше утром. Приехал пока еще светло. Но время уже 11:32. Половина 12. Светового дня осталось пару часов. И как я вам обещал вчера, до темноты будем пробовать рыбачить на удочку. Даже взял с собой вставные удочки, потому что сегодня чуть потеплело, градусов 7-8, не больше. Как мы видим, до сих пор еще река открыта, полыня. Но это уже тут полыня, там полыня, здесь перешеек уже затянуло. После Нового года можно будет аккуратно надеть лыжи и попробовать проверить лед. Если он есть, попробовать перейти на тот берег. Посмотрим. Не будем ничего строить планы. Надо отметить Новый год, а там уже видно будет. Ну что, погнали, посмотрим. Поймаем мы что-нибудь на удочку, не поймаем. Ничего там не провалилось, не открылось. Вчера проезжал, как будто показалось, тут берег немножко отошел. Ладно, проедем чуть вперед. Вот он, вот трещина. И будем рисковать. Лучше немножко проедем. Вот он. Лед просел. Трещина. Оттуда, наверное, воду и погнала. Ветерочек сегодня. Снежок, метель. Ничего страшного. Вот наши палочки стоят, которые работают. Сколько вчера? Налим, двоязя Хариус. И потом вечером еще налим был. Вот если бы сразу здесь было закрыто, когда начали рыбалку, я бы здесь и рыбачил, никуда и ходить не надо было. А то льда не было, пришлось искать. Так, ну что, погнали. Берем с собой вставные удочки. Берем с собой простые удочки. Черви опарыши у меня с собой. Все, потопали. Кормушку брать не стал. Там старая кормушка к палке привязана. Не знаю, запах дает, не дает. Все равно буду искать. Лунок 10-15 пробурю. Снежок есть, воткну вставные удочки. В общем, видно будет. Так, пошли буриться. Так, ну что, поехали, посмотрим. 3 луночки пробурил. Снасть вот такая. Снизу мормышка с червячком, сверху нимфа с 3 опарышами. Буквально по пару минут на каждую лунку, не больше. И потом буду ставить вставные удочки. И таким образом буду пробовать. 3 луночки просверлю. Пробую удочкой с мормышкой вот этой, с одной. И потом ставлю туда вставные удочки. Потому что вставные, в принципе, должны работать. Я так думаю, если здесь рыба есть, если она хочет есть. А так, мгновенного удара не получилось. Ну и ладно, поставим вставные, будет видно. Сейчас быстренько проверим сейчас.
на жадного хариуса. Хариус здесь должен быть. Должен быть, по идее, сиг. Дело в том, что он, может быть, не ловится, или мы уже профукали время. Хотя кто как говорит. Кто говорит, с раннего утра рыба клюет. Кто говорит, с 10 до часу. Когда как, видимо. Оп, есть поклевка, есть. Но это еж, наверное. Нет, вот такой вот мелкий харюзочек. Такого, естественно, мы не берем. Вот такой. Некоторые берут для живца хариуса, типа налим любит хариуса мелкого. Типа, если наживить мелкими хариусками, то 100% будет налим. Ну, я так думаю, вот мой гальян вот такой и вот такой вот хариус, разницы никакой. Налим, если бы был, он бы взял и гальяна, и налимчика мелкого он больше любит. Такого мелкого джигана, конечно же, надо отпускать. Взял бодренько. Ну а где крупный? Крупного не видать пока. Ладно, проверим третью. И не будем тратить время. Поставим вставные удочки. Мне кажется, от них толку больше будет. Там также снизу будет у меня один червяк. Сверху у меня нимфочка. Но она, как полагается, выше сантиметров 20. И она будет гулять толще воды. Я так думаю, сиг или хариус, если есть, они должны будут взять. Так. Ну что, выключаемся пока до первой поклевки. Пару секунд внимания. Хочу показать, как выглядит моя оснастка. Вставная удочка, скользящий груз, бусинка, обычный крючок с червячком. И сверху вот отводной поводок. Он будет примерно сантиметров 20 от дна. И в толще воды будет гулять вот такая вот нимфочка. Нимфы всякие разные. Всяких цветов, всяких размеров. Сейчас посмотрим. Если поклевка будет, то мы ее, конечно, заметим. Вот я так думаю, что на червяка должны клевать ерши. Это 100%, я так думаю. А как будет на самом деле, мы скоро увидим. Вот. На выбор какие. Вон здесь у меня вот такая вот нимфочка. Ало-розовая. И тоже крючок. Весной я их ставил. Весной, в принципе, они работали. Весной плюсовую температуру проще. При минусе есть свои сложности, но как бы минус небольшой. И хотя бы штук десяток поставим, попробуем. Может быть, что-нибудь доклюнет. Клевка. Пробурил 8 луночек. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 3 там. На 10 вставных. Но сначала решил проверить, мормышечкой пройтись. И вот буквально же на второй луночке была поклевочка. Но походу это опять мелкий жиган, скорее всего. Потому что поклевка была похожа на ту. Только на этот раз он что-то скромничает. Поглядываем на 2 вставные. Немножко надо их переделать. Кивки более
яркие поставить, с шариками красными. Этим удочкам, этим кивкам у меня уже не знаю сколько лет. Лет 20, наверное, точно. Лески перевязывал как-то года 3-4 назад. А кивки обыкновенные, вот такие вовые прутья. Наверное, больше 20. Мне, наверное, лет 25 точно есть уже этим удочкам вставным. Просто вырезал прутик, втыкал туда проволоку алюминиевую. Опа! Блин, поклевка была, поклевка. Вроде бы, или что это было, не понял. Кивок вроде вверх пошел. Типа приподняла, я думаю, сига обычно так делает. В общем, раньше удочки я не покупал, все делал. Сеточек с палочек и все такое. Ладно, долго времени не теряем, на каждую лунку буквально пару минут. Здесь поклевка была. Глубина 1,5 метра здесь, средняя, с небольшим углублением от берега. Там ниже, глубже намного, но там лед очень опасный. Аккуратно на лыжах надо потом сходить проверить с пешней. Так, что-то мне кажется, это бредовая идея ловить на вставные удочки в конце декабря. Это что у меня упало? Что-то сидит даже. Ёрш, я же говорю, ёрш должен клюнуть. Так, заглотил. Так. Как-то тебя надо аккуратно снять, друг мой сердечный проглот. Не выживет. Ах, не выживет. Выживет, не выживет, но ведерочко закинем. Ерша мы поймали, но не больше. Обычно, когда рыба ловится, так начинаешь выставляться, 1, 2, 3 удочки кину, уже все, уже пошли поклевки. Так, ведерочка. Хоть живцов наловим, если повезет. Так, ну что, замерзли? Нет, наши лунки? Нормально, не сильно. Так что сегодня много долбить не придется. Так, в общем, еще один ёрш, еще одна поклевка. Но ерши, пойманные таким способом, долго жить не будут, потому что они заглатывают червя до желудка. Нахрен, все. Хорош, поставил вот 6 ставных удочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И что-то мне... Он, походу, здесь еще ёрш сидит. Нет. Короче, херней занимаюсь я, получается, полный. Харюс не клюет, сиг не клюет. Есть поклевки ерша. Это не рыбалка, тем более поднялся ветер. Прохладно. Это когда ладно в плюсовую температуру, а при минусе это сейчас выставляем, потом это все еще поднять надо будет. Столько времени уйдет.
В общем, эти 6 поставил, пусть постоят до вечера, пока лунки не замерзнут. Периодически буду смотреть, что клюнет хорошо. Даже, ну, ерш клюнет тоже хорошо. 2 ерша, вот этих ершей я насажу потом. Можно, в принципе, еще поставить продольнички на маленькие крючки с этих же палок. Но это опять же с червями заниматься в мороз. Не зимняя это рыбалка. Этим надо заниматься в плюсовую температуру, в хорошую погоду, да, получаешь удовольствие. А при таком ветре приятного мало. Градусов 7-8 минуса. А с ветрами, со снегом, кажется, все 20. В общем, сейчас одену рукавицы. Так, пробурюсь. Лунок 10, наверное. Пройдусь мормышечкой. Да, нет. И, наверное, бросим это гиблое дело и будем проверять продольники. Все-таки продольники, они действительно кормят для удочек, пока походу рановато. В общем, больше часа потерянного времени. Сейчас скажу точно. Половина второго, грубо говоря. 13:26. Через полчаса начнет темнеть. Пробурено. Так. Где-то около 30 с лишним лунок. Вставные удочки 6 штук так и стоят. Короче, проверяю мормышкой. Ряд пробурил, проверил, пробурил, проверил. Вот еще один ряд пробурил там ниже этих 2 палок еще. Дальше туда пока рискованно, потому что здесь уже лед сантиметра 3-4. На снегу вода. В общем, надо на лыжах аккуратно печней проверить дальше и пробуриться, если что. Если выступит вода, вот так вот, как здесь вот выступила от наших лунок, и промерзнет потом с морозами, это будет нормально. А так, вот когда вот ходишь по тонкому льду и сверху вода, он получается не промерзает, а наоборот как бы тает. Надо морозы, чтобы вот так. А под снегом оно даже и не будет замерзать вообще. В общем, пробурился специально, чтобы выдавило воду еще больше. И с морозами замерзнет. Ну, пока, походу, рано. Рано пока еще на удочке. Хочется, конечно, половить. На удочку уже соскучился. Но здесь уже мельче. Но пока рано. Периодически будем проверять примерно раз в неделю. Я так думаю. Но надо как-то все-таки выделить время, выехать ночью, чтобы с рассветом быть здесь. Попробовать рано утром половить. Может быть, время клёва у них ограничено, тем более зимой. Не знаю. Ну, в общем, все. Вот эти луночки проверяю. На обратном пути еще пройдусь по пробуренным лункам. И все, хватит на сегодня баловаться, терять время. Пожалуй, начнем проверку палок. Не получилось пока у нас рыбалки на удочку. Видать, еще рановато. У нас еще один ёрш. Одно название только, но этот, возможно, выживет. Он заглотил червя, а нет, с кровью тоже. Эти уже еле шевелятся. Один уже окочурился, ёрш. Смысла нет его ставить. Ерша надо ловить
подсекать, иначе он заглатывает. А с такой удочкой, с грузиком, он успевает заглотить, тем более за такое время. В общем, бросил я заниматься херней. Проверил все лунки еще раз. Ни одной поклевки. Здесь тоже тишина. Рановато еще, рановато, но попробовать надо было. Периодически будем пробовать. Все-таки день пошел уже на удлинение. Ну, январь пройдет, в феврале, возможно, уже будут поклевки. Вообще-то в планах, конечно, в феврале съездить на лесную речку, а потом уже опять вернемся сюда. Все-таки это река. Здесь нет плотин, здесь нет бобров. В принципе, рыба здесь есть. Только ее надо найти, как говорится, где она шкерится, и поймать. Так, ну что, результат нашей рыбалки на удочке. Это 5 ершей. Один из них окочурился уже. 4 пока живые. Мы их, конечно, сейчас будем наживлять. Начало уже темнеть. Сейчас глянем время, а сколько темнеть начинает. Ну, 2 часа, да. 5 минут 3-го. В 2 часа начинает темнеть. Это при том, что уже день пошел на прибыль. Ну и давайте хотя бы вот этот участок проверим по-светлому, без фонарика. А потом уже туда поедем. С фонариком будем проверять. Возьмем сразу малечков немножко отсюда, с этой партии. Так, вчера нам эта палка дала налима, сегодня что даст? Сегодня натяжечка тоже есть. Какая-то, опачки, налимчик. Налимчик, только поменьше сегодня чуть-чуть. Поменьше, поменьше. Вот такой вот киндер-сюрприз. Ну, не пусто. Заглотил. Для живца он крупный, так что забираем. А сюда мы как раз нацепим ерша маленького. Вот такого вот малюсенького ершочка. Запомним, да? На втором крючке ёршик, где банки. На первом малек. И на третьем тоже малек. Сейчас посмотрим, что нам попадется на такое ассорти. Так, все. Одну бутылку, наверное, развязать надо, чтобы не густо было. Ладно, в общем, приготовлю сейчас живцов и начнем оставшиеся 6 палок проверять до темноты. Так. Здесь никого. Живец. Тихо ты. Никого. Так, вчера здесь был язь на последнем крючке. Сегодня походу вообще пусто. Никто не дергает. Блин, течение есть, залет цепляет.
Никого. Никого-то, а кто-то был. Гляньте. Вон, голова у малька откушена. У Голяна. Голову откусили. А тушку оставили. Хитрец, блин. Ладно. Ты мне еще попадешься. Это ясь по-любому. Здесь тоже никого. Так, походу мы рано радовались новому месту. За 3 дня-то влетело. Конечно. А за день ни хрена. Так что подождем еще 3 дня. Приедем, проверим. И видно будет. Оказывается, не так-то все просто, как казалось. Ну что, 2 палочки у нас осталось. Вчера здесь был хариус. Там, уже не помню, язёк. Но вчера мы здесь сняли хорошо. Хариус, 2 язя, налим. И потом еще налим. Сегодня на обратном пути, конечно же, посмотрим, что да как. Дергает, не дергает. А вдруг? Так, ну что? А здесь вроде бы натяжка есть. Да, есть. Что-то пока идет. Язь. Язёк. Вот Янцикадан. Вчера хариус, сегодня язь. Молодца, но не пусто, уже хорошо. Начало есть. Так что рано горевали. Еще у нас 1 палка есть. Возможно, там Налим сидит. Налим Иваныч. Проверять еще видно, а наживлять уже ни хрена не вижу. Надо крючок втыкать между плавником и позвонком, тогда малек живет долго и счастливо. А если воткнул позвонок, как сейчас, ну, 2-3 часа, может быть, поживет, и все, кулома. Так. Ну вот есть же ведь есть. Что он на удочку-то не берет? Или, скорее всего, я так думаю, рыба есть, но у нее в свое время клево. Может быть, он рано утром попал или что. Ладно, потом заберем, сейчас корытом проедем. 1 маленький налимчик, 1 язь. И вот наша 7-я палка с турмой. Это что там дергает, что ли, что-то, или бутылка так шла? Что-то показалось, как бы дернуло. Нет, это бутылка шла. Ничего не дергало. Ничего. Ладно, и на том спасибо. Ну что, начинаем. Язёк и налимчик у нас уже в лове есть. И не знаю, какая будет проверка, но если мы поймаем 1/3 того, что поймали вчера, то я считаю, проверка будет удачной. Что-то прогнозы неутешительные. Я так думаю, за 3 дня собрался улов, и вчера накидали почти полное корыто. Сегодня, ну, посмотрим. Я думаю, будет примерно в 3 раза меньше. Вот, в принципе, я оптимист по жизни, но сегодня я даю такой неутешительный прогноз. Дай бог, чтобы хоть так было. Живец.
2 пустых крючка. Вчера наживлял здесь мальками. Сейчас буду комбинировать, пробовать сюда вот цеплять червяка, а сюда малька. В общем, большой живец на трофейного, червячка на хариуса, скажем, вот такого червячка, и малька на язя. Посмотрим. Времени, конечно, это займет подольше, но попробуем покомбинировать. Тем более тут некоторые крючки маленькие вот такие. Думаю, хариус, даже сик, в принципе, может попасть. Посмотрим, поэкспериментируем. Раз. Червяк. 2. Малек. Следующая проверка у нас будет только дня через 2, может быть 3, но по-любому уже в следующем году. Завтра пока то да сё, новогодняя ночь. Первого не знаю, как еще день пойдет, как ночь пройдет. Ну а 2 или 3 приедем сюда точно с проверкой. И посмотрим, как сработала наша комбинация. Опять поднялся ветер, метель. В общем, дует. Что-нибудь да надует. Так, а здесь у нас что-то дергает. А здесь у нас что-то есть. Это не то. Вот это то. Язёк и налимчик. Налим зацепился жестко. Пойдет вместо живца. Язёчек у нас в кузовок. Как-то вот так, когда я ж почувствовал того язика через палку. Мощный борец. Дури хватает. Так. Ладно. Хотел наживлять червями, но буду наживлять только те крючки, которые поменьше. Все-таки это долго, муторно и с ветром очень холодно с червями возиться. Несколько штук, которые крючки поменьше, точно буду насаживать червями, а остальные на мальков. Так, на этой палке обычно бывает язь. Посмотрим, пришел ли он сегодня. Не, сегодня его нет. Так, здесь натяжечка есть. Есть натяжка. Что-то идет. Язь. 2. Вот янцакадан. Дуплет, друзья. Дуплет. Я-то думаю, что так тяжело идет. Это парочка вот таких красавцев. Раз. И 2. Может, мы рано делали унылые прогнозы, а? Может, еще все получится? Вот благодаря вот таким вот дуплетам и настроение поднимается. Так, вот сюда давай червячка насадим. Коль так уже. Может быть, что-то интересненькое влетит. Ну, янцакадан. Так, ну, если на той палке был дуплет, здесь хотя бы один язёк-то должен быть. Рядышком же стайка, если плыла, то должны были заметить малька-то.
как бы не очень-то и далеко. Вот так вот. Мы с Тамарой ходим парой. Живцы живые, живцы на месте. Как-то вот так. Чудеса. На одной палке два язя. Слева и справа от нее все живцы на месте. Непонятная печора. Что-то вроде бы даже есть. Хариш, что ли? Нет? Нет, я... Опа! Так плавно ушел. Вот его можно было поймать, кинуться. Если бы я был на коленях, то запросто поймал. В лунке видели, да? Сошел. Он еще попозировал, так постоял. Хвостиком махнул и ушел. Ну ладно. Значит, ему повезло сегодня больше. Я не переживаю. Что мое, вон в корыте, что не мое, пусть плавает. Раз не включил камеру. Ну, что там? Налим, что ли? Нет, язь. Три-четыре, наверное, палки были пустые. Думаю, что камеру просто включать. Не включил и дергает. Вот он. Наконец-то. Долгожданный язик. После схода, наверное, еще не было, да? Проверил, наверное, пяток-то точно палок. Ну, масть перебили. Может, попрет теперь. Вроде идет. Пришел Язентий. Молодца. Янцкадан. Что-то есть. Что-то дергает. Язь, наверное. Да, это он. Опа. Как они хитро делают хвостом-то, блин, перед тем, как выйти. Вот если слабо зацеплено, они срываются. Но этот был 100% мой. Так, живец, ты поплавай. Лима крупного нет. Был бы крупный налим, он бы таких маленьких живчиков в первую очередь бы взял. А налима нет. Ну и крайняя, последняя палочка глубокого участка. Хотя здесь уже возле берега глубины стало меньше. Тоже пусто. Так что примерно прогнозы сбываются. Вчера здесь было густо, сегодня, ну, не пусто, но примерно третья часть так и есть. Все живчики на месте. Вот одна палка была с дуплетом, один сход был. И сколько там язей? Налима нет, один небольшой только. Ну, язей 7-8, наверное, не больше. Ладно. Потопали к первому участку. Может, там интереснее что будет. Глубина уже
было где-то вот столько. Даже может быть выше. Почти метр вода упала. Ну, что скажет нам первый участок? Первый участок нам говорит, что здесь что-то есть небольшое. Натяжечка есть небольшая. Что-то есть на третьем крючке. Вот такой вот налимчик. Молодец, палка. Берега. Опа, сошел. Еще чуть-чуть и ушел. Вот такой вот. Килограммчик точно будет, наверное. Немцкаден. Вот это возле берега первая палка уже налимов дала, и язей дала. В общем, хорошо работает. Получается, что рыба ходит возле берега. Тут глубины-то вон буквально метр с копейками. Я камни вот вижу здесь. А рыба здесь живет. Здесь что-то есть. Язь. Язенький. Так. Еще плюс один. И так мы потихонечку-то наскребем, наверное. Ну, не знаю. Вчерашний улов нам по-любому не догнать. Вчера было покрасивее. Ну, там за 3 дня, а здесь за день. Вот я говорю, 3 раза где-то меньше будет. Может быть, чуть больше. Посмотрим. Главное, поклевки есть, и это хорошо. Ах, ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Ты морозишь рыбаков. Где мой язь? А язь вот здесь. Язь идет, покусанный малек один. Опа, 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 опачки. Вот именно. Шондыбан. Вот он. Язенький. Это тоже погрызан второй весь. Значит, второй здесь был. Ну вот. Здесь стайка язей проплывала. Все 3 крючка покоцанных. Хорошо, Немцкаден. Ну, давайте сюда тогда червячка наживем. Червячка, червячочка. На крупного язечка. С Иваном Григорьевичем сейчас разговаривал. Вчера, наверное. Нет, позавчера. В общем, поехал в город Сыктывкар к супруге. У них там квартира. Новый год отметить туда-сюда. Ну, в общем, на праздники туда поехал. Сейчас он в отпуске. Немножко поговорили. Так он рассказал на леску. 0,16 вытащил язя 2 килограмма 50 граммов. Представляете, какой это монстр. Не знаю, язь монстр или Григорьевич монстр, что так у него получается. Я самого крупного на продольник ловил кило 300, наверное. Я больше даже не видел. Но, правда, Григорьевич говорит, что он за почти 80 лет своей жизни тоже такого крупного не видел. Но повезло, говорит. Вытащил. Рыбу наловил, говорит. Достаточно. Увез, говорит, Сыктывкар. У него Hyundai Accent вроде бы. Полный багажник, говорит, рыбы. Всем, говорит, гостинцев раздал. Как-то вот так. Так. Ну а здесь, опа, вроде бы натяжка есть. Небольшая, живец, наверное. Никого.
Здесь никого. Все живцы целые. Кутерьма, блин. Погода вообще испортилась. Замело конкретно. Аж сносит, блин. Так. Ладно, осталось немножко. Опа. Блин, все время забываю, что здесь бутылка с живцами. Течением дергает. Такое ощущение, что рыбина там, блин. Рыбина, походу, там тоже есть. О, вот это мне нравится. Вот такой вот красавец. Так, все. Там все. Сегодня чуть-чуть размеры поменьше. Вчера, если были полторашки, то сегодня килограммовики где-то. Второй налимяка, красавчик Янцикадан. Сейчас мало кто занимается такой рыбалкой. А раньше, помню, даже женщина в нашей деревне, я вот был мелкий, такая Дорма Ыдя была. Ыдя — это Евдокия, получается. Женщина занималась вот такой рыбалкой. Долбила лед, ловила налимов. Сейчас застав какой-то. Нет, есть женщины, которые рыбачат на удочку в нашем поселке. Где-то 3 или 4 женщины каждый день на реке. Ну, вот такой рыбалкой, с палками, с долбежкой, с ходьбой, с ветром, с метелью, с морозами занимаются очень и очень мало. Поначалу на перволёде еще поставят палки, неделю-две, потом ловиться перестает, лед становится толстый, и на этом все забрасывают. Ну, мы пока упрямо держимся. Хотя уже тоже устаешь. Надо хотя бы через день ходить. Каждый день тяжело. Не успеваешь восстанавливаться. Устаешь. Спина устает очень сильно. Ну ничего, теперь отдохнем. Пару дней-то точно. Так, щучья палка. Щучья палка, палка щучья. На сегодня пусто. Ну, не успели. Хотя кто-то был. Вон, пол малька отгрызли и выплюнули. Такой вот зубастый кто-то, такой хитрый. Так, ну что, червячка сюда сделаем? Давай поставим червячка. Хотя, с одной стороны, это баловство с червями заниматься. Почему? Потому что может просто еж сдернуть червячка, и все. Малька-то бы он не сдернул, а малька бы 100% уже язь мог попасть. Но если еж не успеет сдернуть, есть шанс, что возьмет червячка сиг. Малька сиг не возьмет 100%. Хотя случай у меня был единственный случай был. Что, давай второго тоже здесь запомним. Щучья палка с 2 червями. Что сиг клюнул у меня на малька, на крупный крючок, на полкилограмма примерно сиг. Не такой тоже крупный, но было за всю историю один раз. Я ему еле крючок потом в рот запихал, думаю, как он мог? Ну, самоубийца, по-другому не скажешь. Еле-еле. Не маленький, большой, здоровый, налимовый крючок. Так, все. 2 червячочка у нас на щучьей палке. И малек. А посмотрим в следующем году, что нам клюнет. Запомнили, да? Так,
леска натянута. Да, что-то есть. Что-то дергает. Так. На третьем налимчик. Налимчик. Красавчик. Я говорю, сегодня стандарт немножко поменьше. Это даже, наверное, килограмма нету. Ну, грамм 700-то по-любому. Вкусняшка. Так. Вот так. Вот так. Еще плюс один. Отлично. Янскадан. Ну и погода. Пусть лучше уж мороз, чем такой ветер с метелью, блин. Вообще аж дыхание перехватывает, блин. Так. Что у нас тут натяжка есть, да? Да, что-то есть. Что-то дергает, бойки кто-то. Опачки, 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 опачки. Раз. Опа. Два. Два. Янскадан. Опять дуплетик. Красавцы. Раз. И два. Это вообще красавец, блин. Ну вот. И мне ветер нипочем, если морда кирпичом. Вот стоит только удачно проверить палку, и настроение поднимается, и даже как-то усталость пропадает. И даже хочется опять червя насадить почему-то, в надежде на сига. А когда 2, 3, 4 палки пустые поднимаешь, и настроение падает, и ничего уже делать неохота, и хочется плюнуть на все. Но мы, конечно, на все плевать не будем. Чего-чего, пока силы хватают, пока руки работают, ноги ходят, рыбалку мы не забросим. Потому что такая рыбалка — это в первую очередь труд, физкультура. Хотя бывает чересчур иногда, что без задних ног приходишь домой. Но лишний вес падает, это точно. С начала рыбалки килограмма 4 я уже скинул. Грубо говоря, был почти 98. Килограмм 6 уже, сейчас 92. К своему весу пришел, постоянному. Так что лучший спортзал — это зимняя рыбалка на палке. Энергии, калорий уходит, мама, не горюй. Не надо бесполезно таскать железо, не надо ничего. И удовольствие получаешь, и лишний вес уходит. И добыча, как бы, домой приносишь рыбу, с рыбы делаем котлеты, ребра. Ну, в общем, как ни крути, одна польза только от такой рыбалки. А ветер все сильнее и сильнее. Блин, аж сносит. Аж сносит. Так, живец есть. Второго нету, блин. Украли. Ну, гну. Блин. Здесь никого. Никого. Последний малек был дохлый. Даже менять не стал. У меня все уже. Руки уже закоченели от этого ветра, блин. Осталось немножко, блин.
А ветер все сильнее и сильнее. Вон что творится. Вон что творится. Что-то сейчас надует. Какой-то южный ветер. Опять оттепель принесет. Опять вода на реке будет. Будем дома гулять. Салатики кушать. Шампанское пить. В общем, отдохнем по полной. Так. Что-то уже там интересно. Что-то уже там интересно. Янскадан. Ясь, конечно, это очень хорошо. Тихо, 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 тихо. Ну, напоследок, под завершение рыбалки 2024 года хотелось бы, конечно, такого хорошего трофейного налимчика. Ну, блин, немножко палок осталось. Давай, не подкачай. Как Иван Григорьевич говорит: Петр Павел, рыбный бог, дай нам рыбки на пирог. И работало ведь. Когда мы года 3 назад, наверное, рыбачили вместе, жили в избушке, ставили палки. Ну, очень далеко это было. Где мы только уже не рыбачили на эти палки. Сколько мест не переменяли, все никак не можем налима найти. А почему? Да потому что его здесь нет, блин. На Печоре в нашем течении. Скатился он в низовье. Устельма, Ижма. Там есть Нярьянмар. Там много налима, крупный. А у нас все. У нас уже мелкая речка стала. Если может быть где-то на ямах. Самое интересное, по открытой воде налим есть. Зимой нет. Ну, есть единицы. Не только мне, а вот сколько вот по слухам все равно там, в нижних деревнях, верхних рыбачат. Ну, может быть, кто-то там одного на 5 поймал за всю зиму. Может быть, кто-то еще. Но никому не ловится. Все уже палки поднимали. Мало кто рыбачит уже. Ну, у нас ловится, почему нет? Так что пока ловится, будем рыбачить. Трофейный. Ау. 2 палки осталось. Здесь есть. Ну, это далеко не трофейный, это живец. Живец, правда, крупный какой-то. Ну ладно, на очень крупно. Будем надеяться, что после Нового года будет здесь сидеть. Рекордный на 7400. Фу, ну вот, наконец-то и последняя палка на сегодня. Все-таки мы это сделали, несмотря на ураганный ветер, который насквозь выдувает. И даже что-то здесь есть. Нет, нету живец. Нет, что-то есть. Вот так вот. Напоследок язёчек. Напоследок язёчек. Вот такой вот язёчек. Что там, малька? Ну вот. Опять вот там живчиковый налим. На трофейного на первом крючке болтается. Сейчас закинем сюда малька. Так, вот так вот. Короче, на 2 последних по маленькому налимчику. 2 трофейных будем ждать после Нового года. Так. Готово, готово, готово. Готово. Все, ловись, рыбка. Малая, велика. Вот.
Ну, итоги подводить пока не будем, потому что мы вчера подвели раньше времени итоги, а потом пошли на тот участок, посмотрели, дергает, не дергает, вытащили еще одного 5-го налима. Так что едем туда, поднимаем вставные удочки, 6 штук там вставных удочек, и проверяем, дергает, не дергает. Ну а потом уже и подведем итоги сегодняшней рыбалки. Пока ничего, картина поменьше, чем вчера, но неплохо. Мне кажется, мы зря, наверное, не подняли. А нет, нормально. Не очень сильно замерзло. Так. Вон. Сантиметра 1,5 за пару часов замерзло. Ну, что там у нас на вставные? Ничего. Червя съели. Червя нет. А парша никто не захотел. Ну, червя это ерши по-любому, наверное, стащили. Тогда Санек вот так вот под фонариком вечером хариуса поймал на мормышку. Ладно, не будем отвлекаться, не будем баловаться. Все, поднимаем. Если что-то есть, покажу. Если ничего нет, вот она, ершовая наша удочка. Тут, наверное, ерш по-любому. Можно будет потом здесь идти попробовать ерша половить. Вот, что я вам и говорил. Ёршик, попробуем его. Бесполезно, наверное, подохнет. Ладно. Закинем в тюрьму пока. В ведро, вернее. Потом банку, если выживет, потом наживим. Или если сейчас кто-то попадет, надо будет заменить живца. Он как замерзло. Вот в чем минус вставных удочек при минусовой температуре. Это то, что замерзает. Надо весной уже рыбачить на них. Ладно, все, пока выключаемся. Вот еще один ерш. Вот этот живец. Вот этот пойдет. Он слабо попался. Вот это красота. Маленький ершик. Так. Ладно, не будем тратить время. Собираем удочки. Если что-то попадет, покажу. И нет, так нет. Расскажу. Так, поднял я наши удочки. Что мы поймали? 4 ерша сразу. Или 3. И пока поднимал, еще опять вот эта ершовая лунка, надо ее отметить. Пока поднимал, опять ерш летел. В общем, 4, 5 или 6 ершей. Если при желании ерша можно поймать. Все. Дело сделано. Теперь пошли по-быстрому проверяем. Дергает, не дергает. Даже не вытаскивая. Да, нет. И валим. Вон что творится. Ветрище вообще невозможное. Так, ладно, это пока здесь. Что, с этой начнем. Здесь у нас турма. Ладно, все равно. Если метель не прекратится, то засыпет по новой. И уже сильно не промерзнет. Так. Что есть, ничего нету. Все, даже не вытаскиваем, нафиг. Быстро. Ужас, что творится. Ужас, просто ужас. Так. Сегодня здесь был язь.
Вчера Хариус, сегодня... Ну, сегодня никого не дергает. Облет зацепилась. Так, ладно. Давай, заметай, заметай. Так, ну что, 6 палок у нас пустые. Ну, по крайней мере, никто не дергал. Вон последняя, 7-я, которая нам вчера дала налима. Сегодня хорошая палка на хорошем месте. Или здесь, или нигде. Так, ну что, смотрим. Не достаем, просто дергает, не дергает. Мы сюда вроде бы даже ёршика нацепили. Не, сегодня не дергает никто. Так. Сейчас по-быстрому. Где больше, где меньше, непонятно. Там вроде бы больше. Такую вороночку. Остатки живцов не выкидываем. Шугу надо убирать. Шуга очень плохо. Жабры забьются и все подохнут. Так. Видно, надеюсь? Нет, видно. Так, вон сколько у нас ёршиков. Раз, два. Подохнуть, не подохнут. 3, 4, 5, наверное. 5 ёршиков. Ладно. Если не подохнут, в следующем году повесим куда-нибудь. Так, это сделано. На сегодня все. Теперь уж точно все. Ловись, рыбка. Мала и велика. До следующего года. И в этом году я уже сюда не приеду. Это 100%. Завтра будем готовиться к празднованию Нового года. Так, ну что, и давайте подведем итоги, пока совсем не околели, не замерзли тут. Итого за всю проверку за вчерашнего дня нам попало вот такая вот. Раз, два, 2 налим, 3 налим. Где-то еще был вроде бы. Нет, а вон 4-й поменьше чутка. 4 налима. Вчера было 5, и вчера были больше килограмма все. Сегодня чуть поменьше, но ничего страшного. И 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Пара язей еще сошло. Ну, язей почти столько же, но по весу, если все взять сегодняшний и вчерашний, то вчера раза 2 было больше, наверное. Нормально. Не пусто, и то хорошо. Отличный улов. Не зря приезжали, не зря сопли морозили. Уже рот не открывается, все закоченело. Ну что, друзья мои дорогие. Так, конечно, ничего, наверное, не видно. Вот так вот, наверное, видно. Поздравляю всех с Новым годом. Я понимаю, этот ролик выйдет, скорее всего, уже на старый Новый год. В этом случае со старым Новым годом. В любом случае, хочу пожелать вам огромного здоровья, счастья, благополучия.
на долгие-долгие годы. И чтобы Новый год был лучше, чем прошедший. В первую очередь, конечно же, мирного неба над головой, чтобы эта чертова война быстрее закончилась. За победу, за нашу победу великую. И за рыбалку, и за жизнь, и за охоту. Мы завтра поднимем бокалы с шампанским, и не только, за все хорошее. Пусть будет так, как надо. Ну что, все? Год закончился. Без рыбы не сидели, без дичи, без уток тоже. Я считаю, что все хорошо. До новых встреч на канале Помер Рыбак. Увидимся.